Ровно 15 лет назад в этот день лил проливной дождь. Как будто сама природа оплакивала память первого президента Абхазии Владислава Арденба. Быть похороненным в своем родовом селе Нижняя Ишера он завещал еще при жизни. Отсюда открывается вид на линию фронта. На то место, где проходила граница между прошлым и будущим Абхазии. Будущим, которое он отвоевал для нас. Независимо от погоды и дня недели, 4 марта вся страна съезжается в Нижнюю Ишеру, к мемориалу Владислава Арденба. Одними из первых пришли ученики Ишерской школы. Для них личность первого президента – особая фигура. Как рассказали дети, на уроках учителя им часто ставят в пример великого односельчанина. Владислав Григорьевич Арденба является примером для старшего поколения, примером для младшего поколения, для нас и для следующих поколений всех. Мы должны на него равняться. По истории у нас сейчас очень важные темы. Мы очень часто затрагиваем грузино-абхазскую войну, затрагиваем личность Григорьевича. Те, кто знал Владислава Григорьевича лично, с кем начинали свой путь в политике, строительстве государства, говорят о том, что амбиций стать лидером нации у Арденба никогда не было. Но тут история выбрала личность. Со времен, когда он был директором Абхазского института, а я был ученым секретарем института. И есть такая известная история о том, когда меня избрали в Айтгалор, я уходил, как у нас перепалка такая получилась по этому вопросу, когда я ему сказал, что ну вот если тебя народ позовет, ты тоже оставишь науку и пойдешь в политику. Он мне говорит, чтобы я бросил ради политики науку, никогда этого не будет. А потом вот стал таким лидером. Во-первых, характер был такой бойцовский. И все-таки очень важно, когда у человека есть такое образование академическое, такое основательное. И вот этот характер вместе с таким природным умом и образованием, конечно, помогали решать очень сложные вопросы, которые в то время возникали. Сергей Шамбов вспоминает, какие непростые решения приходилось принимать Владиславу Арденба, и порой единолично, осознавая, на какой компромисс он идет или наоборот, чем рискует, действуя категорично. В то время, когда был процесс распада Советского Союза, когда нужно было правильный вектор выбрать, правильную тактику и стратегию выстроить, конечно, нужен был умный, опытный, преданный своему народу человек, в некоторых случаях бескомпромиссный, в некоторых случаях умеющий находить какие-то решения компромиссные. И таким оказался тогда Владислав Григорьевич. Мы и сейчас живем в непростое время, когда такая происходит ситуация, переустройство мировой системы. В общем, нужно быть осторожным, поэтому любые непродуманные шаги могут привести к большим непоправимым потерям и последствиям. Тонкий лед международной политики и внутренней ситуации в стране, по которому все время двигался Владислав Арденба, ведя за собой многонациональный народ, ему удавалось преодолевать благодаря интуиции, вере и знанию, что правда на стороне Абхазии. В этом уверены те, кто имел возможность работать с ним и в военное, и в мирное время. Задавали вопрос, на что он надеется, на кого он надеется, но именно вот эта его вера, она вселяла в нас тоже веру в победу. И интуитивно, не на логическом, а на другом более глубоком уровне он был уверен в победе, он был уверен, потому что правда была на нашей стороне. То, как Абхазия смогла завоевать свободу и отстоять независимость – исторический феномен, который уже изучают в других странах. Многие, наверное, не знают, но был такой период, когда представители Японии приезжали, изучали наш опыт, как мы могли достичь вот такой ситуации свободы и независимости. В Абхазии сложно найти человека, который осмелился бы отрицать тот факт, что благодаря личности первого президента у жителей страны есть возможность в принципе избирать президентов. Шестой избранный президент Абхазии Бадра Гунба также отметил, что государство Абхазия – самое ценное наследие Владислава Арденба. Черты характера, которыми отличался Владислав Григорьевич Арденба, это в первую очередь любовь к своей родине, любовь к своему народу, храбрость. Он был человеком, который думал на перспективу, думал обширно. И, конечно же, то, что он заложил, сегодня остается в виде нашего государства, независимого, современного государства, где мы можем развиваться, жить и растить своих детей.
Героем Владислава Арденба сделала история. Он хотел быть ученым, хотел изучать прошлое, но пришлось творить будущее. И, вероятнее всего, знание древности помогло ему. Опираясь на ошибки и достижения предков, он сказал новое слово в политике и создал новое государство. Марьяна Котова, Сосрыкова Гухава, Абаза ТВ.